Сладкий чай, конфеты, беспроигрышная лотерея и сувенир на память. На республиканской станции переливания крови к Всемирному дню донора подошли творчески. К всеобщей акции присоединились волонтеры «Единой России». Партийцы сдавали кровь не только для больных пациентов республики, которым она необходима, но и для пострадавших в специальной военной операции на Украине. Елена Кононова продолжит. Спасти чью-то жизнь. С этой мыслью доноры идут на станцию переливания крови. И большинство из них здесь постоянные клиенты. Вот и Виолетта Мороз пришла уже в 12-й раз. У биолога Института физиологии КНЦ редкая вторая отрицательная группа. Круто, что кому-то она нужна, и, возможно, она спасет чью-то жизнь. А, возможно, заморозят на всякий случай. За день через станцию проходит до 100 человек. Но во Всемирный день донора здесь особенно многолюдно. Волонтеры «Единой России» еще 2 месяца назад сдавали кровь в рамках акции «Доноры Донбассу». И вот они снова здесь, чтобы собственным примером вдохновить как можно больше людей на это благое дело. Ежедневно, ежечасно в республике и стране кому-то требуется переливание крови. Поэтому сегодня делается все, чтобы все нуждающиеся получали ее вовремя. Партии «Единая Россия» была предложена поправочка в бюджет Российской Федерации на 1,3 миллиарда рублей, которая позволит, она поправка именно направлена на то, чтобы нам можно было увеличить средства на оборудование, которое предназначено для транспортировки и хранения донорской крови. Вот именно, если говорить об этом, это дает возможность приобрести оборудование, которое позволит доставлять кровь, в том числе на дальние расстояния, чтобы оказывать помощь, в том числе и в Донецкой Народной Республике и Луганске. Среди добровольцев Наталья Новикова, почетный донор, стаж огромный. Кровь сдавала более 40 раз. Первый раз пришла сюда 15 лет назад, чтобы помочь коллеге. Нам на работе девушке понадобилась кровь, и мы всем коллективом, для операции, мы всем коллективом пришли. После этого мне сказали, не хотите ли стать донором, потому что у меня 3-я отрицательная группа крови. Я сказала, конечно, хочу. И после этого на регулярной основе стала сдавать. Сегодня республика себя полностью обеспечивает всеми компонентами крови. В этом помогают порядка 10 тысяч доноров. Затишье бывает разве что летом, в период отпусков. Мы в это время активизируем выездную бригаду, стараемся ездить. Были ковидные ограничения, да, немножко проблемы были, недельные, скажем так, но не так, чтобы прям месяцы не хватало донорской крови в республике. Такого мы не допускаем. Потому что есть пациенты онкогематологические, им постоянно нужны донации и переливание трансфузии донорских тромбоцитов, например. Их не заморозишь надолго. После сдачи крови доноров встречают представители регионального отделения Красного Креста с приятным презентом – беспроигрышной лотереей. Российское движение спустя много лет вновь присоединилось к популяризации донорства. Впервые нам выделили средства для организации и проведения акции к Всемирному дню донора. И совместно с Центром крови мы проводим эту акцию в 3 городах Республики Коми: город Сыктывкар, город Воркута и город Ухта. А дальше доноров ждет чай с плюшками и фруктовый сок. Это уже для восстановления сил. Команда молодежки ОНФ тоже приготовила подарок – шоколадные конфеты. А от партии «Единая Россия» донорам вручили гематоген. Елена Кононова, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.